Амырсаң ухундата нютагайхет. Муну тремне дамжолгын турушен кыгыкты, ага нютагамне сота поэт. Ага тарыга орын захёлы нагыдылы турулыкшы, Бурятия Республикын арады поэт, Арсылын Жамбалоне найын жылын ойын байырты зарёлыктың очерк дұрытқа хамды. Эні очерк орыт хылындары бұлдырдыбы. Весенний ветер, как ягненок нежный, меня в щеку застенчиво лизнул, и беззащитный, крохотный подснежник мне лепестки ручонку протянул. И сразу все вокруг переменилось, оттаяла уставшая душа. Согревшись, сердцем молодо забилось, плохое отступило и забылось, и стала жизнь, как песня, хороша. Эти строки принадлежат перу нашего многоуважаемого поэта Арсалана Жамбаловича Жамбалона. Он родился в степной Оге, когда цвели голубые подснежники, под весенние песни утреннего жаворонка, когда степь просыпалась и расцветала в далеком 1922 году. Так получилось, что 80-летний юбилей отмечает поэт лишь сегодня, а не 2 годами раньше. Ведь фактически он родился не в 1924 году, как написано в его документах, а в мае 1922 года. С годами человека как магнитом тянет в свое Тонто, на ту малую родину, где он издал первый плач в объятиях обессилевшей после родов, но счастливой матери. Вот как он писал 10 лет назад о родном крае. За 70, но право же, не возраст в том виноват, что редко я бываю в родном Улусе. Суетно живем, так суетно, что даже забываем о долге и желании своем. И я прошу вас очень, земляки, не верьте слухам, что о вас позабыл я. Вот и сейчас вдруг сердце так забилось, как будто над излученной реки увидел юрты, место, где родился. Сильнее с годами любят старики. Известный бурятский поэт родился в Агахангиле, но не в местности Хулиндуй, как мы считали раньше, а в местности Урты. Это стало новостью и для самого поэта. Да, суетно живем, и в суете порой, видно, путаем Тонто. Это старейшина села Агахангил, Бадысарин Хандамай. Это он привез нас сюда, в местность Урты. Здесь небольшая поляна. Когда-то здесь стояла юрта его родителей. Он родился 28 мая 1922 года. Как пишет переводчик его стихов, член правления Союза писателей Забайкалья Борис Макаров, родной отец Арсалана умер рано. Мать Балма осталась с 4 малышами. Трудно было жить, голод был частым гостем в юрте, но у степняков есть хороший обычай помогать родным и близким в трудную минуту. Младший брат матери Жамбал сказал, что он усыновит маленького Арсалана. Будущий поэт становится сыном Жамбала по фамилии Жамбалов. Но почему же Арсалан Жамбалов взял псевдоним Жамбалон? Ведь, казалось бы, он наоборот должен сделать все для того, чтобы прославить и увековечить имя своего кормильца и воспитателя, заменившего его отца. Но дело в том, пишет Борис Константинович, что, став членом семьи Жамбала, Арсалан стал братом тоже в будущем известного поэта, одного из классиков бурятской литературы Цыдыпа Жамбалова. Это правда. Были у Арсалана братья. Вот он не вернулся с поля боя в Отечественную, и этого брата тоже нет. А это его родная сестра, Балсан Будаева, ныне проживает в селе Дульдурга.
Степной простор, как дышится легко, качает ветер вызревшие травы, и где-то далеко-предалеко и чаже след, и беды, и утраты. Я снова молод телом и душой, а седины пыльца цветов и только. Вон жаворонок песню надо мной повесил в небе. На былинке тонкой расцвел цветок и кланяется мне. Лежу на облака и вижу, как плывут издалека меж облаков стихов грядущих строки. О чем они? О родине моей, о том, о чем я говорил и прежде, о судьбах самых близких мне людей, о их труде, заботах и надеждах, о годы. Что ж, пускай они идут за 70, за 80, но рано их и тоже. Слагать стихи — большой, нелегкий труд, а мы живем, пока трудиться можем. Не слабнет вдохновенная струна, и мир вокруг по-прежнему чудесен. Так здравствуй же, родная сторона, моя Ага, земля бессмертных песен. Так, 28 мая этого года исполнилось 80 лет нашему известному поэту, народному поэту Бурятии Арслану Жамбаловичу Жамбалону. С чем мы поздравляем его. Конечно, желаем ему еще много лет трудиться на ниве творчества, хотя у него, прямо скажем, завидное творческое долголетие. Человек уже более 50, около 60 лет работает в литературе, журналистике. Я думаю, что, в общем-то, за эти годы им сделано столько много работы, что хватило бы, наверное, на несколько творческих судеб. Ну, творчество Арслана Жамбаловича, конечно, известно широкому кругу читателей, не только в нашем округе, но далеко за его пределами. Я скажу, что действительно это Арслан Жамбалович, не только он самобытный бурятский поэт, но и человек, конечно, который несет в себе те корневые черты, которые были присущи нашему народу. Это прежде всего язык, знание наших традиций, традиционное бурятское мышление, мировосприятие. И все это, конечно, сегодня очень ценно, потому что много из того, что я сказал, конечно, утеряно. И в этом плане произведения, стихотворения, поэмы Арслана Жамбаловича представляют определенную ценность. Ну, помимо того, он много лет работает в журналистике. И то, что им написано за эти годы, это по существу является летописью нашего округа и людей, живших в разное время. Поэтому и в этом плане творческое наследие Арслана Жамбаловича представляет достаточно большую ценность для нас. Я думаю, что, в общем-то, Арслан Жамбалович и сегодня он продолжает очень активно работать. Вот готовится в окружной типографии очередная книга. И сегодня он продолжает работать над новыми своими произведениями. Поэтому я думаю, что, в общем-то, у него, наверное, еще впереди есть определенный потенциал в творческом плане. Поэтому я желаю, чтобы Арслан Жамбалович работал именно для молодежи, для наших людей, для будущего. И
Помимо того, он много лет возглавлял окружное литературное объединение. Он себя считает учеником Жамьяна Балдановича Балмунжабона. Он его так и называет Бахши. И после смерти Балмунжабона он много лет, более 20 лет руководил окружным литературным объединением. Конечно, он в этом плане тоже много сделал, в плане воспитания, передачи своего опыта, мастерства последующим поколениям литераторов. Конечно, я думаю, что, в общем-то, за его плечами много добрых дел, много хорошего. Человек все-таки прожил на свете 80 лет. Тем более он является ветераном войны. Вообще 82, говорят. Он фактически родился в 22 году. Он сам говорит, что фактически родился в 22 году. Но в те времена, конечно, разница в 2-4 года, наверное, ничего не значила. Но, по крайней мере, мы официально считаем, что ему, и он сам по своим документам считает, что нынче исполнилось ему 80 лет. Но как бы то ни было, человек перешагнул 80-летний рубеж. Просто свидетельство о рождении оформили как 24-го конечно, года дело, рождения. Это у нас в принципе, дело не в этом, конечно. Человек, когда до или за порогом 80 лет, это, конечно, это возраст удивительный. Вообще, Бахтар Абдумаевич, Арсалан Жамбалович, когда мы снимали его дома, он показал фотографии, где он стоит рядом с Хасаном Сараевым, с Жамьен Балданжабоном. Вообще, когда он был молод, видимо, очень большое влияние оказали вот эти великие писатели. Безусловно, конечно, он, поскольку человек уже более 50, около 60 лет работает в литературе, он, конечно, в разные годы он имел возможность дружить, сотрудничать, быть близкими по творчеству со многими людьми старшего поколения, со многими писателями старшего поколения. В частности, конечно же, я выше сказал о Жамьен Балданжабоне. Он, конечно, многих знал, и его многие знали, поэтому он, конечно, охватил, то есть своей судьбой, своей жизнью несколько поколений этих бурятских писателей, несколько поколений. Поэтому еще его ценности, его судьбы, именно неповторимость в том, что он действительно своей жизнью, своей биографией как бы воплощает. Может быть, это все этапы послевоенной, скажем так, нашей бурятской литературы. Здравствуй, мой город, я встретился снова с тобой. Ты словно сына меня ожидаешь всегда. Сходен с любимой огой, суровой судьбой, город мечты моей дамы. Много воды утекло с той далекой поры, много исхожено было неторных дорог. Искры свободы в сердцах зажигая костры, шли декабристы этапом в Читинский остров. Мне ли забыть твой победный стремительный шаг, как засверкали в руках забайкальцев клинки, как самурай отступал под напором атак, и атаманы бежали, бросая полки. С городом славы я связан давнишним родством, скован навеки любовью горячих сердец. В давние годы, еще молодым чабаном, крепко с читинским парнишкой дружил мой отец. В мире свободном сегодня живут их сыны, пашут и строят, и новые песни поют. Дружбу святую, которой до ныне верны, время придет, и своим сыновьям отдадут. Здравствуй, мой город, я встретился снова с тобой. С лаской ты смотришь на сына бурятских степей, сходен, счастливой судьбою, с любимой огой, город моих долгожданных и старых друзей. Мы знаем Арсалана Жамбаловича давно и хорошо. Все его награды и титулы, достижения знаем наизусть. Стихи – вот что нужно сегодня воспевать. Это ведь главное, чему посвятил он жизнь.
Да разве с тобой расстаться могу я? Да разве всегда ты не будешь со мной? Земля в фиолетовых пятнах ургуя, что в детстве открылась из юрты родной. Ты каждым своим бугорочком и камнем, ты каждой травинкой у сопок седых всегда мне близка и всегда дорога мне, как мать теплотою ладоней своих. Ты в сердце сыновнем живешь, как весна, мое Забайкалье, моя сторона. На хороший репортаж. И привозил оттуда интересные, хорошие репортажи, очерки о людях труда. Тогда люди труда, именно работники сельского хозяйства, чабаны, доярки, пользовались большим рабочим авторитетом, влиянием среди подрастающего поколения. И сейчас вот я считаю, что Арсен Жамбалович на пике своего творческого труда выпустил много книг, которые будут востребованы временем. И вот сейчас вот буквально на днях уже выпускается его книга «Заме Заян», эти очерки, зарисовки о людях труда, о тех событиях, которые происходили в прошедшем веке. Мы рады тем, что под его руководством в далекие 80-е годы работали в коллективе Ногинской окружной редакции радиовещания, где он работал старшим редактором национального вещания. Тогда мы, молодые журналисты, под его руководством постигали азы журналистики, еще раз постигая мудрость родного бурятского языка, становились на начальном этапе журналистами, корреспондентами электронных средств массовой информации. Тогда мы постигали большое из его уст. Нами подготовленные материалы Арслан Жамбалович подправлял, исправлял, ставил в углу те хорошие слова, которые должны прозвучать в эфире, к чему мы очень рады и сегодня, вспоминая с теплотой, не забываем его заботу и опеку молодых сотрудников тогдашнего коллектива редакции радиовещания. Спасибо вам, Арслан Жамбалович, с юбилеем. Еще раз поздравляем от старых родинных товарищей. Живите долго, счастливо, не болейте. Счастья и удачи вам. Поздравляя с 80-летним юбилеем, нам остается только пожелать Арслану Жамбаловичу вдохновения, озарения, солнца лучистого, покоя. И хотя 80 лет возраст солидный, все же еще раз острого пера. Энегер дамжолган турушин хыгык тугысыба. Харин дурбан сагдушы минутыда гарат олгенда дахят олзахапте. Добрый день.